В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». Я ее ведущая Елена Лола. Здравствуйте. Пансионаты курорта Пицунда – это 7 15-этажных корпусов, расположенных в центре города. Здания построены в советский период и нуждаются в капитальном ремонте. А курорт в целом имеет неразвитую инфраструктуру и невысокий уровень сервиса. О проблемах курорта и путях их решения мы поговорим с гостем в студии. А пока давайте вспомним о наиболее заметных событиях уходящей недели. В Цхинвале в ходе официального визита президента Абхазии состоялась встреча Рауля Хаджимба и президента Южной Осетии Леонида Тебилова. Рауль Хаджимба поблагодарил Леонида Тебилова за приглашение принять участие в мероприятиях, посвященных 25-й годовщине образования Республики Южная Осетия. Президенты двух стран подчеркнули, что в условиях непростых процессов в мире и возникающих новых угроз и вызовов созначимость союзничества с Россией для Абхазии и Южной Осетии резко возрастает. 21 сентября Рауль Хаджимба побывал с краткосрочным визитом в Северной Осетии, где встретился с главой республики Тамерланом Агузаровым. Рауль Хаджимба и Тамерлан Агузаров приняли участие в церемонии награждения добровольцев из Северной Осетии, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. 4 из 16 вопросов повестки дня заседания Кабинета министров 22 сентября посвящались кадровым вопросам. Также были утверждены положения и состав коллегий некоторых министерств. Министерство здравоохранения Абхазии представило на рассмотрение Кабинету министров пакет нормативных правовых актов, регламентирующих медицинское свидетельствование заключенных. Этот вопрос вызвал самые активные дискуссии. В 2012 году в Уголовный кодекс Абхазии было внесено примечание, по которому перечень тяжелых заболеваний и порядок проведения экспертиз осужденных утверждает Кабинет министров. По информации правоохранительных органов, в Абхазии около 400 заключенных и 300 человек объявлено в розыск. Из них примерно 60 человек ждут этого решения. Право на здоровье – это конституционное право человека. И с одной стороны, мы обязаны восполнить этот пробел. Для меня, например, не совсем понятно, где, как и кто будет проводить, какими силами, в каких стационарных учреждениях, как будет осуществляться охрана. По результатам обсуждения постановление приняли, но срок вступления в силу отложили на 3 месяца. А за это время решили доработать все необходимые нормативные акты. У мемориала погибшим воинов на Гуместинском мосту установлен государственный флаг Республики Абхазия. Знамя будет развиваться над мемориалом в преддверии памятных дат Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В рамках празднования юбилейного года Пицунского органа по приглашению дирекции Пицунского храма и при поддержке московской абхазской диаспоры в концертном зале Пицунского храма прошел концерт «Авангард» Микаэла Таривердиева. Лука Гаделя и Кристина Эшба подготовили программу из произведений композитора. Прозвучали его хоральные прелюдии, концерт для органа «Кассандра» и концерт для голоса с оркестром в переложении для органа и голоса. Этот концерт был некогда популярен и исполнялся знаменитыми музыкантами еще в советское время. Впервые после многолетнего перерыва концерт исполнен в Пицунском храме по предложению хранителя наследия, президента фонда Таривердиева, вдовы композитора Веры Таривердиевой. – 23 сентября президент Рауль Хаджимба провел совещание по ситуации с введением экспортных пошлин на орех-фундук. Этот вопрос не должен волновать крестьян, так как поставками орехов на внешний рынок занимаются посредники, а не производители, отметил президент. И когда мне говорят о том, что в прошлом году таможенных платежей не было, и в позапрошлом не было, и это как положительный результат, который должен был сказаться на производстве ореха, и на количество поступающих, во всяком случае, в государство денег. Но ни одного рубля я почему-то не видел. В этот же день эта тема обсуждалась в ходе беседы за круглым столом, организованной представителями оппозиционных объединений в Сухуми. В прошлые годы в государственный бюджет не поступило ни одного рубля с экспорта этой продукции, сказал министр экономики Абхазии. А между тем орех-фундук – один из самых важных сельхозкультур в Абхазии. Его выращивают почти на 8 тысяч гектарах земли. Введение пошлины – мера непопулярная, но вынужденная. В свою очередь представители оппозиции предложили либо отменить пошлины, либо существенно их снизить.
Сельские жители, имеющие приусадебные участки размером до 0,25 гектаров, освобождены от уплаты налога на землю. Этот проект закона был принят в среду Народным собранием. Кроме того, депутаты приняли во втором чтении законопроект об особых экономических зонах. В соответствии с документом на территории Абхазии могут создаваться особые экономические зоны с соответствующими налоговыми льготами следующих типов: промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные и портовые. В третьем окончательном чтении был принят проект закона об особо охраняемых природных территориях. 24 сентября в Абхазии был праздничный выходной день – Курбан-Неха. Исламский праздник Курбан-Байрам знаменует окончание хаджа, паломничества в Мекку. В этот день в Абхазии, как и во всем мире, мусульмане приносили в жертву баранов и крупный рогатый скот, раздавали еду неимущим. Праздничные намазы состоялись в зданиях, приспособленных под мечети в Сухуме и Гудауте. Силами единого духовного управления мусульман в парке сказка в Сухуме были организованы массовые гуляния и праздник для детей. В четверг состоялся учредительный съезд Республиканской политической партии «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие». В планах партии создать средний класс, который станет главным налогоплательщиком в стране. Сегодня в партии 1057 членов. Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие намерен активно участвовать в общественной жизни и контролировать решения властей. Сопредседателями Народного фронта Абхазии стали общественно-политические деятели Манана Квициния, Лаша Саканя, Сурен Раганян, а также политолог и теоретик права Бестлан Камкия. Это все, чем запомнилась эта неделя. Сейчас поговорим о проблемах объединения пансионатов курорта Пицунда. Гость нашей студии сегодня его директор Даур Курмази. Здравствуйте, Даур Леонтьевич. Здравствуйте. У нас готов репортаж о том, в каком состоянии находятся пансионаты и что говорят о своем отдыхе туристы. Давайте для начала посмотрим. Курорт Пицунда – одно из самых популярных мест отдыха туристов в советское время. До войны здесь за сезон отдыхали сотни тысяч людей. Их вполне устраивали и номера, и обслуживание, лишь бы провести какое-то время на берегу Пицунской бухты с ее сосновой рощей и уникальным микроклиматом. И так до сих пор. Турист сюда приезжает непритязательный и легко мирится с любыми недостатками, связанными с проживанием. Ведь за такие условия и заплачено соответственно. У меня единственное пожелание, конечно, не совсем предусмотрено для отдыха с детьми, с грудными. Вот хотелось бы побольше, например, столовая. С коляской невозможно заехать, то есть там только на руках. А так, в принципе, все хорошо. У нас номер с удобствами, вид на море, 7-й этаж. И действительно очень нравится. Только отдыхай и радуйся. Единственное, что, конечно, небольшой ремонт и охота бы было, чтобы были сделаны. Но это, я думаю, дело времени. Стоимость проживания в пансионате – одна из самых низких по Абхазии. За номера с частичными удобствами, а это коридорная система и раковина в комнате, туристы платят от 900 до 1100 рублей. За номера просто с удобствами – от 1000 до 1500. Санаторий Апсны был построен еще в 1962 году. Те, кто приезжает сюда в 2015-м, реагируют на обстановку в номерах по-разному. Которые не первый раз приезжают, они знают, какие у нас номера. А те, которые, конечно, впервые и не совсем поставлены в известность, какая у нас вообще обстановка здесь, удивляются, возмущаются. Ну и такие тоже, конечно, моменты есть. Бывает иногда, что требуют телевизоры, холодильники в номерах, но они у нас не предусмотрены. Все послевоенное время курорт Пицунда переживал не самые лучшие времена. И только 2015 стал в какой-то мере исключением. Показатели за этот туристический сезон, по данным администрации курорта, по всем параметрам превысили предыдущий почти на 170%. И все же одним показателем здесь недовольны – это доходность и рентабельность предприятия. Самой важной проблемой внутри нашего предприятия является, на мой взгляд, это состояние нашего номерного фонда. Это так называемые номера с частичными удобствами, которые явно влияют на качество предоставляемых услуг проживания и, соответственно, влияют на ценообразование и уровень доходности нашего предприятия. Дирекция пансионата планирует преобразить курорт. Считает, что при разумном подходе к делу можно отремонтировать номера в течение зимнего периода, до наступления следующего сезона. Это повысит стоимость проживания и принесет доход, даже несмотря на расходы, связанные с реконструкцией. Более того, в администрации курорта уверены, что на эти же средства можно провести ряд преобразований, призванных сохранить окружающую среду. К примеру, приобрести электромобили. В советское время на территорию курорта вообще грузовые автобусы и легковые машины не запускались. Там ходили электромобили. Только все остальные машины они на стоянках оставляли. Это связано с выхлопными газами.
А сама сосна наша, она не переносит задымленности. Тема экологии в Пицунде очень актуальна. Как выразился один из наших собеседников, без сосны эти сараи никому не нужны. Потому сохранение тонкого равновесия в природе – одна из забот дирекции пансионата. К примеру, совсем недавно она наложила запрет на проведение свадебных и других мероприятий в одной из столовых пансионата. Подобные мероприятия предполагают разведение костров и готовку в заповедных зонах, скопление там большого количества автомобилей. Столовая большая, позволяет вместимость, там до 1000 человек спокойно можно разместить, и это действительно имело место. Ну, не знаю в дальнейшем, целесообразно ли это делать, потому что это очень накладно для самого курорта. Был год, когда мы пытались от этого уйти, но наше население не настояло, потому что в поселке нет такого места, где это возможно было бы проводить. Если смотреть шире, то экология Пицунды загрязняется ежеминутно. К примеру, сотни кафе, где столько же мангалов на так называемом Пицундском авеню, вносят свою каплю дегтя в атмосферу уникального уголка природы. Такая же ситуация со строительством в заповедной зоне различных баров и кафе. Их нахождение здесь, по мнению специалистов, наносит непоправимый вред. В марте 2015 года сюда приезжала комиссия во главе с экологическим прокурором республики, чтобы убедить предпринимателей убрать свои объекты с запретной территории. Тогда руководство заповедника просило построить забор вокруг сосновой рощи. Ничего по этому поводу не сделано, и с нашей стороны были представлены все сметы по поводу забора и так далее и тому подобное. Первоочередная задача – это огородить сосновую рощу, чтобы даже птичка, как говорится, не могла залететь. Иначе этот курорт и ничего, не будет сосны, здесь это будет болото, это никому не нужно. С каждым годом стройка захватывает новые десятки метров, проникая вглубь природоохранной зоны. Руководство заповедника говорит о необходимости скорейшего вмешательства в эту ситуацию, так как и работа пансионатов, и то, будет ли турист приезжать сюда, напрямую зависит от состояния заповедника и, в частности, самой сосновой рощи. Была Кварчия, Саид Айба, Абхазское телевидение. Даур Леонтьевич, до того, как вы были назначены директором объединения пансионатов курорта Пицунда, чем вы занимались, где работали? До нового назначения я возглавлял управление налогообложения юридических лиц Министерства по налогам и сборам. Проработал в этой должности порядка 3 лет. До этого был у меня опыт работы в различных контролирующих органах. И, помимо прочего, был опыт работы именно в туристической сфере, в пансионате Мюссера. Летний курортный сезон подходит к концу, и мы уже можем подводить промежуточные его итоги. Расскажите, какое количество отдыхающих посетило курорт Пицунда и какую сумму удалось вам собрать? Летний сезон подходит к концу, но еще не завершен. Тем более для подведения итогов требуется составление бухгалтерских расчетов и проведение актов в сферах с туроператорами. Но предварительно мы можем назвать некоторые цифры. В этом году уже на данный момент обслужено более чем 26,5 тысяч туристов. Общая продолжительность проживания этих туристов составила более 245 тысяч койко-дней. Эти показатели превышают показатели прошлого года значительно. В прошлом году по итогам курортного сезона было обслужено 16,5 тысяч туристов. Общее количество койко-дней составило 141 тысячу. Говорить о сумме дохода, как я сказал выше, немножко рано, но предварительно по нашим подсчетам сумма валового дохода пропорционально будет расти, и объем выручки по нашим данным будет превышать прошлогодний показатель не меньше, чем на 100 миллионов рублей. На предприятии висел довольно-таки солидный долг. Вам удалось его уже выплатить. Скажите, о какой сумме идет речь и как вам удалось это сделать? Я приступил к руководству объединением пансионатов курорта Пицунда, можно сказать, с 1 мая, это буквально 2 дня в апреле. По данным бухгалтерских отчетов и бухгалтерских балансов числила общая сумма задолженности более 26,5 миллионов рублей. Вся задолженность погашена. На сегодняшний день имеются только текущие взаиморасчеты с поставщиками различного рода услуг. Как вам удалось вернуть этот долг? Сумма не маленькая.
Вернуть долг удалось за счет заработанных средств. Возрос спрос на комфортабельные гостиницы с номерами люкс. Однако номерной фонд курорта Пицунда находится в крайне удручающем состоянии, особенно санузлы. И об этом очень часто пишут в интернете в своих отзывах туристы. Что нужно сделать для того, чтобы улучшить сервис, сделать предприятие рентабельным и конкурентоспособным? Вообще, какие планы у вас по модернизации курорта, который был отстроен еще в советские годы? Курорт Пицунда в свое время был самым знаменитым брендом в курортной сфере. Это была визитная карточка Абхазии. Курорт Пицунда обладал мощным номерным фондом, обладал различного рода спектром услуг, в том числе были и теннисные корты. Но все это находится, можно сказать, в плачевном состоянии. Надо все это восстанавливать. Но восстанавливать невозможно все и сразу, надо все делать поэтапно. И первая проблема, с которой мы сегодня сталкиваемся, которую мы наблюдали весь текущий сезон, и как вы отметили по отзывам туристов, это номерной фонд, это отсутствие санузлов в номерах, это использование общих санузлов на этажах. Честно говоря, период, когда это было приемлемо для туристов, давно прошел. Можно принять во внимание, что это постройка 1967 года, и она требует реконструкции. Планы реконструкции есть, их несколько. В том числе рассматривался план реконструкции, который еще разрабатывался в 1987 году, который предусматривал перепланировку номеров и создание удобств в номерах. Какая сумма потребуется для того, чтобы полностью провести капитальный ремонт всех корпусов? Конкретной суммы расчета на данный момент пока нету. В данной ситуации занимаются этим вопросом специалисты, инженеры, сметчики. Производятся расчеты, оценивается объем работ, оценивается стоимость этих работ и стоимость материалов. Но я думаю, к концу следующего месяца мы будем иметь уже конечные конкретные цифры. И будем реально планировать проведение капитального ремонта. Возможно, в зависимости от степени, от дороговизны проводимых работ, от необходимости больших серьезных вложений, и работы будут разбиваться поэтапно. Первый этап, первая задача – это уход от номеров без удобств, которые составляют большинство номерного фонда курорта Пицунда. Сможете ли вы самостоятельно реанимировать курортное хозяйство Пицунды, и на данном этапе какую поддержку вам оказывает государство? Я рассчитываю, что мы вполне сможем осуществить немаленький объем работ, но говорить о том, что можно сделать это абсолютно самостоятельно, это неправда. Мы будем привлекать различные источники финансирования, в том числе средства, заработанные нами в этом году, средства, которые привлекаем мы в сотрудничестве с нашими туроператорами. Это возможность проведения взаиморасчетов по итогам следующего курортного сезона. И в том числе рассчитываем на некоторую поддержку государства. Но относительно поддержки государства я бы хотел рассмотреть этот вопрос совершенно в другом русле, потому что я считаю, что государство не должно рассматриваться как источник финансирования для курортной сферы. Курортная сфера, в частности, являясь локомотивом экономики республики, должна в свою очередь самостоятельно приносить доходы государству и пополнять бюджет. Государство должно принимать активное участие в поддержке бизнеса курортной сфере и в создании и в оказании помощи именно в стратегических направлениях. Это водоснабжение, энергообеспечение, канализационное обеспечение и доступ к ресурсам. За тот период, который вы возглавляете объединение пансионатов курорта Пицунда, что вам удалось уже сделать? Какие работы провести? Мы вынуждены были проводить работы в первую очередь по водоснабжению. Опыт прошлых лет нам подсказал необходимость приобретения дополнительного оборудования в качестве резервов, но текущий сезон оказался, с одной стороны, благоприятным по количеству людей, с другой стороны, оказался очень напряженным. И мы достигли пикового напряжения в области водообеспечения, поскольку курорт Пицунда является градообразующим предприятием в городе Пицунда и несет на себе бремя обеспечения водой город Пицунда, Лдза и прилегающие территории, то у нас возникли серьезные сложности с этим вопросом, и пришлось произвести немаленькую сумму затрат именно в этом направлении и столкнуться с такой проблемой, что для развития региона в качестве курортного требуются дополнительные финансовые вложения, требуется проведение дополнительных работ. Необходимо увеличить поступление воды за счет дополнительных источников. Необходимо провести новые магистрали
По нашим подсчетам это порядка 2,5 километров. Необходима установка дополнительных насосов, так, чтобы было немножко понятно, о чем идет речь. Полный комплект насоса и двигателя для водообеспечения составляет стоимость свыше 500 000 рублей. И, кроме того, требуется проведение частичная замена канализационных магистралей. В некоторых случаях требуется ремонт канализационных магистралей, а также ремонт канализационных станций, которые тоже находятся на балансе курорта Пицунда и обслуживаются нашим предприятием. Когда вы планируете начать вот эти все необходимые работы, которые вы сейчас перечислили? Все эти работы будут проводиться по полному завершению курортного сезона. То есть мы планируем, что по окончании октября мы будем готовы уже проводить некоторые виды работ. Пицунда не может жить отдельно от проблем всей страны. И действительно, вот те проблемы, которые вы перечислили, они актуальны и для всех городов Абхазии. Это изношенность городского хозяйства. И как вы, помимо водоснабжения, решали вопросы с энергообеспечением? Как часто отключали электроэнергию? В этом году в разгар курортного сезона в Пицунде возникла критическая ситуация с энергоснабжением. Дважды произошла авария в связи со взрывом трансформаторов на подстанции города Пицунда. Но, к счастью, благодаря усилиям работников Черноморэнерго, неисправности были максимально быстро устранены, поэтому серьезных перебоев с энергоснабжением в течение сезона не было. Электроэнергия, возможно, была не всегда хорошего качества, но тем не менее она была, и поэтому я думаю, что благодаря именно усилиям работников Черноморэнерго мы провели относительно спокойно этот сезон. Надо понимать одно: растет численность туристов, соответственно, растет количество, растет нагрузка, растет потребление. Иногда мы сами самостоятельно производим подключение к энергосетям без специального разрешения, без установления мощностей. Иногда эти мощности совсем не подходят тому объему нагрузки, который предоставляем мы сами самостоятельно, поэтому трансформаторы горят, иногда они даже взрываются. То же самое происходит у нас с водоснабжением, то есть объем потребления вырос колоссально. Те нормы и те проекты, которые производились в давнишние времена, это в советскую эпоху, они рассчитывали совершенно другой объем нагрузки. По этой простой причине надо рассматривать именно стратегическое развитие курортной сферы и увеличение числа туристов, увеличение числа потребителей воды, электроэнергии. И в связи с этим расширять возможности и увеличивать мощности. Это увеличивать мощности трансформаторов. В нашем случае это нам надо рассматривать возможность восстановления водонапорной башни, второй, которая не эксплуатируется в настоящее время. В курорте Пицунда в столовых организовано питание по системе «Шведский стол». Удалось ли вам организовать качественное питание отдыхающих? Система «Шведский стол» самая востребованная система питания туристами. Учитывая, что мы рассчитаны на российского туриста, причем туриста далеко не всегда высокооплачиваемого, наша система питания, естественно, представляет собой полное соответствие вопроса цены и качества. Нами ставилась задача, чтобы наше питание было не хуже, чем где-либо в другом месте, но следует понимать разницу. Я подчеркну еще раз, большая часть номерного фонда курорта Пицунда – это номера без удобств. Стоимость номера без удобств составляет 1300 рублей. С учетом комиссионных от 15 до 20% для туроператоров, сумма, поступающая за обслуживание туриста, сюда уменьшается соответственно на эти проценты. После уплаты налога на добавленную стоимость остается совершенно немного средств для того, чтобы организовать высококачественное обслуживание, в том числе и питание. Но анализируя отзывы и анализируя высказывания туристов, могу сказать в целом, что питание было удовлетворительно. Серьезных жалоб, массовых нареканий в этом году у нас не было. Случаев отравления и возникновения каких-либо проблем, связанных с потреблением пищи, мы тоже не наблюдали. Планируете ли вы увеличить цену за проживание в ваших пансионатах? Да, это необходимое условие, чтобы предприятие развивалось, чтобы деятельность была рентабельной. Насколько вы планируете повысить цену? Вопрос цены пока не решен, он рассматривается, изучается.
поскольку имеют место общемировые процессы, имеет место инфляция, но мы не планируем серьезного увеличения цены. Надо понимать, на кого мы ориентированы. Мы ориентированы на среднестатистического российского туриста. Там происходят те же процессы, которые происходят во всем мире. Наблюдается острый финансовый кризис. Наблюдается он именно в лице тех туристов, которые посещают наш курорт. Мы видим, что это люди, не способные платить большие деньги. Поэтому все работы, и в том числе и приведение номерного фонда, будут направлены именно на этот уровень туриста. Можно, конечно, рассматривать разные пути развития, концептуально подойти к тому, что создавать отели 5-звездочные, 4-звездочные, высокого класса. Но надо понимать разницу. Курорт Писунда – это объект, который может вместить одновременно более 2500 человек. И в таком количестве, я думаю, что мы не сможем привлечь туристов высокооплачиваемого класса. Нам надо ориентироваться именно на средний уровень. На сегодняшний день основная масса туристов, которые посещают Республику Абхазия, это ниже среднего уровня. Хотелось бы вернуться к вопросу о качестве питания. Состояние АПАЦХ, ресторанов, кафе не всегда хорошее. Нередки случаи отравления из-за некачественной пищи. Как вы контролируете сферу общественного питания? И как вы контролируете качество тех продуктов, которые продают на территории курорта, например, чачи, меда и других натуральных продуктов? Один из первоначальных вопросов, с которым мы столкнулись в начале работы, это был вопрос размещения объектов торговли на территории курорта Писунда. Они располагались на набережной. В результате взаимно согласованных действий торговля с набережной была исключена. В дальнейшем все предприниматели, которые осуществляют торговую деятельность, заключили с нами договора. Одним из условий заключения договоров являлось наличие свидетельства государственной регистрации и постановки на учет в налоговом органе. Соответственно, эти объекты должны были пройти процесс лицензирования и получения соответствующих разрешений, в том числе санэпидслужбы. Согласно нашим договоренностям, мы запретили продажу спиртных напитков домашнего изготовления. В принципе, это не разрешалось. Но, конечно, такие случаи имели место. Мы не можем категорически ограничить передвижение людей по пляжу, вход на территорию, выход с территории с этими продуктами в сумках. Иногда они продают, иногда туристы покупают это. Наша задача – это максимально информировать туриста о том, что можно покупать и где его не стоит приобретать. Больших серьезных нареканий к нашим объектам питания, это перечисленные вами АПАЦХи, кафе, серьезных нареканий к ним не было. У нас есть наша медицинская служба, которая включает в себя бак-лабораторию, систематически проводятся анализы. Конечно, здесь только проблема заключается в том, что ввиду того, что это арендные отношения, это не наша деятельность, это деятельность, регулируемая только договором аренды либо совместной деятельности. Мы не всегда можем влиять на ценообразование, не всегда можем влиять и на качество предоставления услуг. Что входит в спектр услуг на территории курорта? Вообще, какие развлечения предлагаются отдыхающим? Спектр услуг, который предусматривает путевка, крайне незначителен. В него входит проживание, питание, пользование пляжем, пользование лежаками и, можно сказать, практически все. Все остальные услуги предоставляются дополнительно. Это услуги пляжных развлечений, это скутера, катамараны, прогулка на катерах, это батуты, это экскурсионное обслуживание. У нас с 1 августа создан отдел экскурсионного обслуживания в курорте Писунда. Перечень услуг довольно-таки незначителен, его надо расширять, но мы сталкиваемся с той ситуацией, что с учетом категории туристов, которые приезжают к нам надо расширять спектр бесплатных услуг. Это наличие бесплатных детских площадок, это наличие бассейна, которым туристы могут пользоваться бесплатно, это предоставление каких-либо дополнительных услуг и развлечений, в частности, анимации, без дополнительной оплаты. Пицунда всегда славилась красивыми пляжами. В каком они сейчас состоянии? Состояние пляжей, можно сказать, удовлетворительное. Регулярно проводится уборка пляжей. Конечно, это все оставляет желать лучшего. Необходимо максимально оборудовать пляжи. Необходимо увеличение числа зонтов, навесов, тентов, лежаков
и всего остального. Если принять во внимание, что в пиковый сезон курорт Пицунда принимает непосредственно туристов более 2500 человек, и еще помимо них посещают эту территорию как минимум 1500-2000 человек, то нужно понимать, что на такое количество людей требуется соответствующее оснащение. Это увеличение числа раздевалок, это увеличение числа душевых, это возможное увеличение числа общественных туалетов. Оцените, пожалуйста, экологическое состояние курорта Пицунда. И знаете ли вы ситуацию о том, что на территории Пицунда-Мюссерского заповедника были выстроены кафе без разрешительной документации, и стоял вопрос о том, что их нужно демонтировать. Вообще, решился ли этот вопрос? Это территория города, это вопросы города, но, как вы отметили, курорт Пицунда и город – это единый организм, который неразрывно связан друг с другом. Вопрос экологии стоит остро. Пицунда привлекательна прежде всего именно природой. Привлекает туристов реликтовая пицунская сосна и привлекает туристов безупречно чистое море. Если не будет этих составляющих, то потребность, спрос на Пицунду может резко снизиться. Вот мне хотелось бы отметить ту ситуацию относительно экологии. Вот, как я отмечал выше, наша служба медицинская и бак-лаборатория регулярно, можно сказать, еженедельно проводят анализы забора воды, в том числе на наших головных сооружениях, но и морской воды. Результаты анализов показали следующее. Территория курорта Пицунда, хотя она находится непосредственно на мысу, но и с той, и с другой стороны мыса вода была достаточно чистой. Наличие бактерий ни разу за все время не достигло максимального допустимого уровня. Относительно вопроса Пицунско-Мюссерского заповедника мы знаем, что все знают об этом. В этом году произошла большая беда. Это, я считаю, что можно назвать национальным бедствием. Это проблема с самшитом. Если самшит не будет восстановлен, то мы понесем большую серьезную потерю в этом направлении. А то, что касается наличия на территории заповедника неразрешенных строений, надо понимать одно. Экологи и работники заповедника утверждают одно. Сосна не требует отсутствия излишнего задымления. Насколько мне известно, некоторая часть объектов не функционирует, но ликвидировать все строения, наверное, невозможно. Это очень трудно сделать. Этим вопросом занималась прокуратура, этим вопросом занималась администрация. Я не готов, честно говоря, сказать конечное решение этого вопроса. Одна из главных проблем в Абхазии – это дефицит квалифицированных менеджеров, горничных, официантов, поваров. Как вы решаете эти вопросы? И вдогонку вопрос, сколько у вас рабочих мест? Численность персонала нашего предприятия по штатному расписанию составляет 770 единиц. Но если принять во внимание, что на территории курорта работают арендные объекты, если принять во внимание, что на территории курорта дополнительно осуществляют автотранспортное обслуживание сторонние лица, то число людей, которые получают в результате деятельности курорта рабочие места, я думаю, составляет порядка 1000 человек. Вопрос, который вы мне задали относительно квалификации работников, мы, к сожалению, в этом году пока не успели ничего сделать, потому что уже вступив в курортный сезон, немножко поздновато заниматься вопросом отбора персонала. Но это острая проблема, это серьезная проблема, причем самая серьезная проблема в Абхазии в целом, и в частности в курорте Пицунда, это квалифицированные, я подчеркну, квалифицированные кадры среднего и низшего звена. К сожалению, на сегодняшний день в Абхазии отсутствуют учебные заведения, которые предоставляют подобного рода образование или проводят переподготовку персонала. Может, вам стоит найти контакты на территории России, да, и посылать туда персонал на повышение квалификации? Да, мы ищем контакты для того, чтобы организовать именно вот таким образом работу. Возможно, пригласить специалистов сюда для того, чтобы и провести какую-то подготовку, и, возможно, еще в ходе курортного сезона, чтобы с их участием происходила работа, рассмотреть вопрос организации труда. Еще один очень актуальный вопрос – безопасность отдыхающих. Как вы обеспечиваете безопасность тех, кто к вам приезжает на отдых? Одним из первых мероприятий, к которым мы приступили в этом курортном сезоне, это был вопрос безопасности. Было приобретено все необходимое оборудование, в первую очередь это видеонаблюдение, в вторую очередь это создание службы собственной безопасности, реорганизация службы охраны.
В этой связи были проведены организационные изменения, был увеличен штат, была увеличена заработная плата работников охраны, был пересмотрен режим работы. Помимо этого, помимо нашей собственной службы охраны, по территории курорта Пицунда периодически проводили патрулирование работники внутреннего отдела города Пицунда, и помимо них территорию Пицунды в целом посещали работники МВД регулярно, и по этой причине в совокупности всех этих действий криминогенная ситуация была относительно благополучной. Я могу сказать, что мы удачно провели курортный сезон и в этом направлении тоже. Какие задачи вы ставите себе на курортный сезон 2016? Надо понимать степень сложности всех задач, которые существуют перед курортом Пицунда, поэтому мы вынуждены разбить все стоящие перед нами задачи на несколько частей и начинать с первоочередных. Первоочередная задача – это обеспечение бесперебойного водоснабжения, это восстановление всего необходимого оборудования внутренних сетей для бесперебойного обеспечения энергоснабжением, и это изменение структуры номерного фонда. Это ремонт и это реконструкция номерного фонда, к сожалению, не во всех корпусах. Пока мы планируем, поставили перед собой задачу провести эту реконструкцию в 4 корпусах. Давор Леонтьевич, спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. И удачи вам в ваших делах. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, я напоминаю, в студии был директор объединения пансионатов курорта Пицунда Даур Курмазия. Мы продолжаем выпуск. Накануне в Сухуми завершился 3-й международный молодежный арт-фестиваль «Прогулки по набережной». В нем приняли участие творческие коллективы из всех районов Абхазии, а также из Адыгеи, Краснодара и Москвы. В рамках арт-фестиваля были организованы исторические и литературные викторины. О том, как завершился фестиваль, расскажет Нисфа Аршба. Молодежный арт-фестиваль «Прогулка по набережной» проводится в основном для молодежи, желающей проявить свои творческие способности в разных областях. Это песни и танцы, спортивные соревнования, рисование и многое другое. Фестиваль организован для людей, которым интересно современное, актуальное национальное искусство. Арт-фестиваль задуман вообще 3 года тому назад. Оно заимело статус международный, потому что к нам приехали гости из Москвы, Краснодара, Адыгеи, Россотрудничества, Дом Москвы и все регионы Республики Абхазия, начиная от Гала до Гагры, город в том числе. На набережной Махаджиров развернуто 9 площадок. Литература и библиотека, музей, визуальное искусство, мода, национальное ремесло, танцы, музыка и спорт, а также детская площадка. Все мероприятия на фестивале сопровождаются выставками книг, представленными Фондом национальной библиотеки Абхазии и фондом, привезенным из московских библиотек. Множество изданий, около 3500 книг мы сегодня будем раздавать юным читателям, юношам, просто любителям книг, все, кто к нам приходят. Все это посвящено Дню освобождения города и освобождению страны. Конечно, здесь 2 смысла, но главное здесь продвижение чтения. Посетители и участники творческого мероприятия смогли открыть для себя что-то новое. Абхазский государственный национальный музей представил свои уникальные экспонаты. На территории его площадки посетители смогли узнать о том, как абхазы занимались охотой, начиная с XIX века. На спортивной площадке любой желающий мог помериться интеллектуальными силами в игре за шахматной доской или же получить мастер-классы у опытных абхазских шахматистов. На главной сцене арт-фестиваля выступили детские творческие коллективы и молодые абхазские исполнители. Эту идею привезли в Абхазию 3 года назад. И если тогда арт-фестиваль был просто абхазским, то теперь он по праву стал международным, так как в нем участвуют и Москва, и Адыгея, и Краснодарский край. Организаторы мероприятия уверены, что прогулка по набережной приобщит жителей республики к чтению, а гостей познакомит с культурой. Нисфа Аршба, Артур Каланди, Алхаз Тарпа, Абхазское телевидение.
На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Увидимся на следующей неделе в это же самое время. До свидания.